каждый год, каждый класс выдавали вот свидетельство это школьное. Если в конце года экзамены к этому вот классу, если получил 2 двойки, все, на некоторые уже не переходишь, без никаких. А это самое. А як 1 двойка, так уже на следующую осень, вот через вакации, через каникулы, по-польски вакации, пересдачу, если можно было справить двойку, то еще в классе был бы. Вот какая была строгость была. А який любимий предмет у вас був? Все. Все любили? Да, все любили. Ну, выделялся ли тогда это, я цікавився историей. Да. Вот это, что меня было цікаво. Вот 4 класса, вот по углах этой комнаты были. Вот это вот коридор тут где-то был. И у конца коридора учительская была комнатка, вот посередине. Значит, направо 1 класс, налево другой класс, 3 класс и 4. Само помещение. 4 классы за одноуравненно учились. І дівчата разом з хлопцями? Разом с хлопцами были, да, были. Іван Геннадійович, а от як прикинуть у процентах, так, тоді, коли ви вчилися, скільки припадало жидов, дітей вчилися, скільки білорусів і скільки поляків? Так это могу рассказать. Нас, белорусов, было большинство. Поляков было менее тут. А чему? Потому что, поляки какие были. Вот был сын коменданта, это не коменданта, но уж милиционера. Будешь по сторонку лучше, несколько милиционеров было, их уже это. Здание было это, где уже их не было, контора, все это. Сын я учился. Тогда, допустим, были еще служащие, и Войт был, и не Войт уже у Новоградку, это самая гмина Любчанская, вот служащие поляки же были, вот их дети мало было. А евреи все имели почему-то. Я не в польскую школу, я не имели свою жидовскую школу. Тут у Любчі. Да. Вот. Так что, як уже на тиждень-два урока каждый день была религия. Нас батюшка православных, а учеников польского вызнания, еврейского отпускали, у них в той день учили свои уроки. А нас батюшка тут учил. Вот такая религия.